Аԥсныҳәынҭқарра аҳауа рбџьарамчқәа рымшаҽны ҳҭыхра дуқәа мҩахыҵит араҟа аус зуам арратә ус азҟазацәа ҳрабадырырц, насгьы русушьа зеиԥшроу еилаҳкаарц. Шәааи ҳамҩахыҵып. Бзиара шәымаз? Иахьатәи амш шәыдаҳныҳәалоит? Даараӡа агәахәара ду ҳамоуп арахь ҳахьымҩахыҵыз. Хәыҷык шәаамҭа шәымаҳхуеит, иҟалома? Инал Гәырам-иԥа, иаҳзеиҭашәҳәарц сҭахуп, иахьатәи шәымш шәышԥалагеи? Иахьа даараӡа амш акраҵанакуеит шәара шәзыҳәан. Амш ҳалагеит, иахьа аԥырра ҳаман, проверка ганахьала, подготовка ҳасабала, вот иахьа ҳԥыруан ашьхаҟа, шьамҭан шаанӡа, сацәԥырзеиԥш. Иалҵит, ибзианы иалҵит ҳәа сгәы иаанагоит. Ашьхарахь амш бзиоума? Ашьхарахь амш араҵкьыс ибзиоуп даара. Иаҳа еиӷьуп. Ҭынчроуп. Ҳара ҳгылоуп ашҭаҿы, ҳаирпланқәа рацәаны избоит, рызегьы аус руама, иԥрыртә еиԥш аҭагылазаашьа рымоума? Абри ижәбо, абри самолиотқәа Ил-39 рынахыс арнахь ижәбо рызегьы атехника аус ауоуп. Ҳазлаԥыруа иахьа. Ара нас аус руӡом арҭ игылақәа, калашнариад ҳаиашьҭоуп. Ахаҟаҵара иаҿуп усома? Мап, арҭ аҟаҵара иаҿӡам, абри анҩба, международный аэропорт Сухум ҳәа аԥсуаа ҳавиалиниа иаҵанакуа, аремонт иаҿуп. Уи шәхы излашәырхәои, излаԥыруеи нас ишәгои ҳаирпланаҿ ауаа роума? Ауаа, нас Ԥсҳәыҟа иԥыруан. Финанс ганахьала ацхыраара, техника состояние ацхыраара, убри ауп нас уадаҩыс иҳамоу. Агьырахь нас ҳазхо зегьы ҳаҿуп. Снаԥшы-ааԥшит, излазбо ала аҿар даараӡа ирацәоуп шәколлектив аҿы? Аҿар ҳамоуп. Азин ҳашәҭозар ҳрацәажәоит иахьа. Шәрацәажәа. Иҭабуп идуӡӡан? Арҭгьы иҭабуп. Ҳаибабоит, абзиараз. Бзиараз. Сегодня мы познакомимся с Владиславом Чичхаля, а также с историей вертолета Ми-8. Зера Шима, здравствуйте! Как у вас дела? Рассказывайте, как день проходит? Нормально, вот с утра прилетели. Уже на работе, да? С утра. С какого часа вы начинаете свою работу? У нас мы очень рано встаем, пока прохладненько. Вот, поэтому мы начинаем работу с 5 утра, короче. Почему именно с 5 утра вы организовываете вылеты? Потому что вертолету легче получается. То есть, когда солнце еще не поднимается, наверное, да? Да, пока свежо, пока, короче, не так жарко, летом не жарко, поэтому... И хочу, чтобы вы немного рассказали о себе, как вы пришли к такому направлению, что на сегодняшний день работаете здесь, в ВВС Республики Абхазия. Сколько лет уже? 8 лет уже, получается, если считать курсантские годы. Вот. А так, в этой части я нахожусь уже 3 года. Ну, я к этому очень давно шел. Меня, получается, с детства и родители к этому ввели. И вырос я здесь неподалеку, в районе аэродрома, и видел, как самолеты летают, вертолеты. Поэтому все свелось воедино. А вы не пожалели о своем решении? Нет. На сегодняшний день как проходит работа? Расскажите немного о коллективе. С какими трудностями вы сталкиваетесь? Коллектив у нас дружный, такой сплоченный, можно сказать. Трудности бывают, да? Как и везде. Как и везде, да. Особенно в авиации не без трудностей. Мы видим вертолет Ми-8. Вы на ней летаете. Отлично. Можно мы заглянем внутрь и в целом вы расскажете, наверное, историю, да, этого вертолета? Немного. Это хорошо держится? Да. Точно, гарантию даете? Из чего состоит сам вертолет, что за кабинки нам открываются?
Это пространство, это грузовая кабина. Сюда помещается груз, либо люди. Отлично. Здесь сколько человек может поместиться? Ну, в зависимости, кто у кого какие габариты. Дальше проходим, да? Это вот кабина экипажа. Так, а здесь у нас что? Сколько всего Это- интересного? Кабина экипажа. Слева сидит командир экипажа, справа летчик штурма, второй пилот. И посередине бортовой техник. Сколько- Экипаж состоит из 3 человек. Из 3 человек. Да. Сколько здесь кнопок? Да, Какие самые необходимые, здесь- что использовать? Здесь практически все самое необходимое, потому что собраны все системы вертолета. То есть это и противопожарная система, и противообъединительная, и энергетика, и все и прочее. Принимается вертолет. В целом там свои нюансы есть, которые проверяются, там все ли целое, подготовил ли бортовой техник вертолет как надо. Потом заходится в кабину экипажа и смотрит, нет ли посторонних предметов. Опять же, все ли исправно, проверяются, все ли на месте. Да. Кондиционер у вас здесь бывает? Кондиционер, у нас только вентилятор. Очень интересно. Владислав, спасибо вам огромное за все, что уделили нам время. Беслан Адгурович, добрый день. Спасибо, что уделили нам время. Для нас это очень ценно. Во-первых, поздравляем вас с Днем ВВС Республики Абхазия. Мы поговорили с вашим коллегой Владиславом, и в целом он рассказал про обязанности, которые выполняет каждый участник экипажа. Вы являетесь командиром экипажа. В целом расскажите, как начинается ваша работа, ваш вылет. Я знаю, что вы начинаете очень рано, да? Да, бывает, что вылеты производятся рано, еще на рассвете. Подготовка к полету начинается за день до полета. То есть это соблюдение распорядка дня предполетного. То есть это сон. Самый важный момент это отдых предполетный. Мы соблюдаем режим. Затем добираемся до аэродрома за 1,5 часа в среднем, чтобы произвести осмотр вертолета, проверить технику, агрегаты, даже за ночь все это может быть. Не дай бог, чтобы что-то происходило, конечно, но это регламент, это указания, инструкции экипажа. Внешний осмотр проводим, заправку топлива, проверяем топливо и подготавливаемся к полету, разбираем именно план полета, куда мы летим, на погоду смотрим. Стараемся. Беслан, это же когда вы приезжаете на работу, если начинаете вылет в 5 утра. Да, мы приезжаем даже за час, за 1,5 раньше приезжаем. Начинаем обсуждать полет, куда мы летим. Осмотр также вертолета. И как бы подготовка, да. Опять-таки перед полетом мы проверяем целостность всех приборов, что они находятся на механическом нуле, на электрическом нуле. Производим запуск. В процессе запуска также контролируем параметры, чтобы не было превышения никаких. И при устойчивой двухсторонней радиосвязи с членами экипажа и с руководителем полетов мы запрашиваем разрешение на взлет.
Сейчас сказать, что с самого детства я мечтал быть летчиком, тоже так не скажу, но всегда бегал по двору и пытался найти летательный аппарат, который пролетает. Было всегда это интересно, и затем уже, когда ближе к окончанию школы, задался себе вопросом, как это я понимал, то, что я куда поступлю, нужно будет всю жизнь этим заниматься. И самое главное, не разочароваться этим выбором. И такой каламбурная мысль мне в голову пришла о том, что ходить умею, плавать умею, вот надо научиться летать. Вот. Вы не боялись никогда высоты? Высоты я не знал, правда, я боюсь или нет. Я до 3-го курса ни разу в воздух не поднимался. На зимнем отпуске обычно мы на поезде домой добирались, и тут решил я на самолете добраться, проверить, как я буду себя в небе чувствовать. Ну, все как бы запланировал, кроме одного, что я ночью прилетел, и так ничего не понял я. Но вот при первом полете, он идет как ознакомительный, то есть это полет по кругу, инструктор садится на командирское, а вот курсант справа садится. И первый ознакомительный полет — это отрыв, взлет, разгон, полет по маршруту, по кругу. И он в процессе всего полета задает мне вопросы, как я на это вообще воспринимаю. Кроме моего раскрытого рта, что я ничего больше не испытывал. Было все как бы непонятно, но было очень интересно. Аԥсуа телехәаԥшра ахьӡала. Аԥсны аҳәынҭқарра аҳауа рбџьармычқәа рымш рыдаҳныҳәалоит аус зуа аџьабаа дызбало зегьы. Абри ала Аԥсны Арадырраҭара ҳҳаркшоит.